Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас кормежка, как обычно в нашем расписании вечернем. Яйца перепелиные, там у них творожок лежит. Также я дополнительно, помимо вот этих кусков тут смеси мяса, я купил курицы для щенков, ножки отдаем взрослым, а все остальное, хрящи, там, крылышки, это все уже щенкам. Вот 2 курицы поделю, потому что они уже, в принципе, и лапки поели, и вон грызут вот этого вот смеси мяса. Так, у меня закончилась память, поэтому пойдемте в рацион добавим. Малышам они тут дерутся. Нате вам яйца. Кушайте. И утром, и вечером. Смотри, как вот этот очень любит яйца вообще. Он это уж прям. Смотрите, видите, как ест? Покажи, как ест. Вот как ему нравится. На. Вот и тебе. Вот они любят очень яйца. Вот у них яблочки даже лежат. Видите, но яблочки не хотят есть. На, малыш. Как вас назвать-то? Так, давайте нам этого не делайте. Вот. На, он любит вообще. На, малой. Ой. Опять съел. Смотрите, сколько едят. Как им нравится. На, малыш. Эй. Так, надо разбивать им. Что, поел? Потому что кормопой будете в туалет ходить, да? На, еще, на, малыш, на. Так, подожди. Видите, яблочки что-то не особо хотят есть. На. Так, эти съели, нет? Нет, валяется, значит не будем давать. Так, что тут? Мы имеем. Ну все, пошли всех кормить сейчас. Шею выключай. Эй, малышня, яблочко будешь есть? Погрызли, но не хотите? Давай, грызи яблочко. Красивые все такие. Это у нас, смотрите, они сегодня мыли утром вольер. Все равно грязноватые становятся. На. Вот этого мальчика еще не решили назвать. Но маленькая девочка будет альфа, но по документам будет буква В спереди стоять. И дефис и альфа будет. Эта девочка маленькая альфа. Она у нас уже забронирована. На девочек большой дефицит, девочек хотят очень много, а мальчиков, посмотрите, у нас сколько. Ну, как мне говорят заводчики, что это закон подлости, когда есть мальчики, хотят девочек, когда есть девочки, хотят мальчиков. Поэтому я забыл прошлый ролик, прошлой ночью редактировал, вставить родителей. Дара и Пуля — это те родители, а Белку к Дару возили, это вот у нас вот Белки и Дара. Я вставлю видео там, что еще? Я вставлю видео, фото, приложение, в общем. Я думаю, в прошлых видео я уже вставлял, но еще раз тогда вам вставлю, если вы забыли. Вот, родители рабочие, что мама, что папка. Папка специализируется лось-кабан, мама то же самое, лось-кабан. Ну, барсук еще, барсуков добывают, лосей, кабанов. Да? На, смотри какой, большой, какой большой ты, а? Вот он у нас самый крупный останется, мальчишка. На Дара похож, будет Дар 2, да, только здоровее еще, наверное, будет, да? Ай-яй-яй, вот этот злой вообще мальчик белый. Все, у нас остается с этого помета только беленький остается на продажу. А с того помета тоже беленький, один баунти на продажу. Не знаю насчет розыгрыша, очень много народу просило розыгрыш. В общем, пока некогда этим заниматься. Время вышло, что это за время, часы какие-то. В общем, некогда этим заниматься, поэтому чуть попозже, может, сделаем. Сейчас очень много работы навалилось. Целыми днями работаем. Вот ты как этот, на ручки хочешь. А, волчонок, не забил, видно, хорошо? Да, ой, что ты, нравится тебе на ручку? Куда пошел, выше подними телефон. Ах ты, силач! Ах, вы меня порвать хотите! Вот это лисичка! Вот это вообще такая миниатюрная, маленькая, как лисичка. Ты их поднимаешь, они как волчата забиваются. Ай-яй-яй, какие укусы у вас. Серьезные. Как говорится,
про этих собак, это собаки-убийцы. Собаки-убийцы очень приспособлены к этому. Поэтому только в ответственные руки строгий отбор. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Также у нас вольфундики еще бежевые, свободные. Чё ты? На. Ну все, у нас, в принципе, щенков немного. Кстати, очень много народу пишет, что вот, превратил там, опять, я говорю, в парк волков, в какую-то там псарню, в разведение. Я прикреплю сюда видео, что я говорил 2 года назад, когда почти сюда приехал. Я четко и ясно сказал, что здесь будет проводиться, помимо парка волков, селекционная работа по воллендам. Вы же понимаете, да? Селекционная работа по воллендам, поэтому, конечно, я буду со всей России собирать лучших особей. Это лучшие особи представителей нашей России, воллендов. Лучше нет нигде, поэтому договаривались, общались с людьми. И вот так получилось, что, понимаете, не каждый может продать, не у каждого время есть заниматься. Это моя работа, я работаю этим, поэтому я и занимаюсь, вот, чтобы люди приобретали в нужные руки. Потому что, кто продает, сразу сказали, некогда этим заниматься. Вот и все. Поэтому занимаюсь этим я. Вот и простой ответ. А то люди какие-то странные, не знаю, если честно. Вы немного ситуацию посмотрите с другой стороны. Я же говорил уже видео об этом. Что я этим занимаюсь, это моя работа. Почему нет? Да? Да, вот они. Оставляются в парке те особи, которые важны для дальнейшей селекции наших воллендов и популяции этой породы. Понимаете, оставляем. Они все очень хорошие. Оставляем лучших представителей этой породы. И лучших представителей оставляем в России, естественно. Да? Вот они, лучшие представители. Все в России остаются. У нас, кто приобретает щенка, у нас есть группа в WhatsApp. Кто приобретает щенка, мы добавляем в группу, и там ведется вообще обо всем. Можно там общаться в этой группе, но в основном скидывают фотографии, кто как растет, какие достижения будут тоже, рост, вес, это все как бы отслеживается, отчитывается. В общем, все друг друга, грубо говоря, знают уже, кто взял щенков, между собой общение идет. Поэтому тут все серьезно в этом плане. Что ты, девчушечка? Альфа, привет. Ты лисичка, ты лисичечка, ты лисичка. Смотрите, они просто разрывают. На яблочко пожуй. На яблочко, вкусное же. Че грызете меня? Вот этот тоже пухленький такой, но вот эта вот башка, прям башка. Да, новый? Ну ты ласковый любишь. Надеюсь, ты не станешь как твой папка. К его отцу никто подойти не может, кроме хозяина. Вообще никто. Он очень серьезный, он и кусал друзей его, Дар, потому что, все-таки это серьезные собаки, и нужно здесь действительно серьезный подход, не просто так. Пока они щенки, тоже Дар до 1,5 года никого не трогал, никто ему не нужен был. Как 1,5 года стало, так все. Стал себя проявлять, и это не очень хорошо закончилось. Но самое важное, ездит человек на охоту с ним, добывает с ним зверя, очень довольный, поэтому такие дела в принципе. Вот это злюка, конечно. Это злюка. Иди отсюда. Злюка, смотрите на него. Злюка. Иди отсюда. Злюка. Вот так тебе. Смотри, как стоит на ногах хорошо, это вообще отлично. Потому что немножко так стоит. Эй, тебя как назвать? Ах, ты сразу поджимается, волчара. 2 месяца, крупный, нате, кушайте. Яблочки. Так, ладно, выходить надо. То, что еще мало, может быть, поэтому они не соревнуются. У меня просто они вместе живут все и отбирают друг у друга, и быстрее, чтобы сожрать.
Но я их полуголодными постоянно держу, чтобы они были в тонусе таком. А, какой стройненький. Дар сидит уже в машине. Красавец. И сейчас пулю видим. Пуля. Ой, как она на Алиту-то похожа. Вообще. На Алиту похожа. Я тебе говорю, она вот это спокойно, вот людям спокойно. Но она не маленькая. Нормальная такая самка. Пуля, красотка. Как ты на Алиту похожа. Ну что, друзья, посмотрите. У нас здесь две каши, гречка и перловка. Покажи, как здесь. Вот мы заливаем все это молоком сейчас. Вот, она будет ночь настаиваться, пропитываться вся в молочке. И вуаля, кашка на... Вот вторая пачка молочка. Но это, конечно, мало, и, скорее всего, водички еще добавим. Вот у нас кабанчики, как едят наши. Вот им. Нравится, не нравится, как говорится, как сказали, терпимая красавица. Поэтому вот таким молочком. Эх, сам бы пачку молока выпил, но пост идет, поэтому мы не едим такое. Сейчас выкинуть это все, перемешать. Ну все, доброй ночи.